Пенсии в мае. Как изменится график выплат в праздничные дни. Дать показания приборов учета, не выходя из дома. В Нерюнгринском районе заработал контакт-центр. Работа детских садов и школ в России. Посещение образовательных учреждений должно стать гибким и удобным. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Пенсии в мае якутяне получат раньше. График доставки денежного обеспечения через почту изменится из-за долгих майских праздников. Так, пенсионерам, получающим выплаты по графику до 9 числа месяца, все средства по линии пенсионного фонда выплатят согласно режиму работы почтовых отделений. Во всех населенных пунктах республики пенсии и иные социальные выплаты за 9 мая отделениями почтовой связи Почты России будут выплачены досрочно с 6 по 8 число. А получателям пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации, то есть через банки, финансирование будет произведено в первый рабочий день после майских праздничных и выходных дней, согласно договорным условиям. Ну а по вопросам выплат за жилищно-коммунальные услуги начал работу контакт-центра в Нерюнгринском районе. Обратившись по единому номеру 8 800 103 777, граждане могут получить консультации по вопросам начисления платы за коммунальные услуги. Звонки бесплатные для всех жителей Якутии, как со стационарных, так и с мобильных телефонов. В ближайших планах расширение спектра услуг. Так, в тестовом режиме внедрен сервис приема показаний приборов учета путем голосового распознавания. Услуга будет доступна ежемесячно в период передачи показаний счетчиков с 20 по 25 число. В Хангаласском районе Якутии в преддверии паводка проверяют пункты временного размещения. Так, представители прокуратуры района и Роспотребнадзора выехали в Актемский наслег, который ежегодно подвергается риску затопления. Вместе с ними на проверку отправилась и наш корреспондент Виолетта Засимова. В Актемском наслеге в зоне затопления находится 256 домов. Ежегодно перед весенним половодьем в селах Актемца и Чапаева идет усиленная подготовка. Осуществляются подворовые обходы, настраивается комплексная система экстренного оповещения населения, в бюджете предусматриваются денежные средства на покупку материальных ресурсов, необходимых в первые дни паводка, и составляются списки людей для эвакуации в пункты временного размещения. Превентивные меры, предпринимаемые наслежной администрацией, обязательно проходят прокурорскую проверку. Ну, что самое интересное, больше всего готовы те муниципальные образования, которые чаще подтопляются. То есть, как правило, это ИМО, Актемский и Наслег. Особое внимание во время прокурорской проверки уделяется организации пунктов временного размещения. У нас в этом году будут работать два основных пункта временного размещения граждан. Это вот в Актемской участковой больнице, в Малой академии наук. И в этом году еще дополнительно привлекаем Актемский филиал ЕГСХ, там будет размещено 50 человек. Так, ну, как правило, проверки мы проводим с Роспотребнадзором, проверяем в первую очередь это качество воды, ну и продовольствия, продукты питания. Уже более 10 лет Актемская участковая больница в дни паводка принимает эвакуированных людей. 25 койко-мест предусмотрены в терапевтическом отделении, 5 койко-мест в восстановительном. Этот пункт временного размещения граждан с особыми условиями. Там размещаются инвалиды, лежачие больные, проживающие в зоне затопления. И нуждаются именно за заблаговременной эвакуации. В другом ежегодно подтапливаемом селе Улуса, в селе Хоточу первого Жемкунского наслега, нынче пунктом временного размещения станет быстро возводимый дом из сэндвич-панелей, который построили на средства из бюджета наслега специально для размещения людей во время паводка. Ранее для эвакуированных людей организовывали палаточный городок на свежем воздухе. Всего в Улусе 12 подверженных риску затопления наслегов. В них нынче организовано 14 пунктов временного размещения. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Вопросы сельхозпала обсудили в Амгинском лесничестве совместно с инспекцией экологии на встрече с жителями Чекырского наслега. Запрет сельхозпала на всей территории России принес проблемы якутянам, занимающимся сельским хозяйством. Жители недовольны действующим законом. На встрече жители Чекырского наслега предложили производить профилактические палы по категориям географической особенности местности с полным согласованием сроков и даты проведения. Совместно у нас с МВД района
с инспекторами экологического надзора, МЧС проводим профилактические мероприятия, встречи с населением. Не только планируется у нас встречи в село Чекыр, это Болгур, Покровка, Алтан, Абага. Полностью мы должны до пожароопасного сезона обхватить. В России могут изменить график работы детских садов и школ. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам до 1 июля разработать предложение. Инициатива о возможном пересмотре графиков работы детских учреждений появилась в результате форума «Национальные проекты. Этап реализация». Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений семейным, то есть более гибким и удобным для родителей. Поручение дано Минпросвещению, Минздраву и Минкультуры России. Россия ведет диалог с Белоруссией по ограничениям на ввоз белорусской молочной продукции, введенным в июне 2018 года. Ситуация разрешима, и мы движемся в направлении ее урегулирования, заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько. Россельхознадзор 6 июня прошлого года ввел временные ограничения на поставки из Беларуси некоторых видов молочной продукции. Уже 9 июня ведомство сообщило о подписании с департаментом Минсельхоза Беларуси дорожные карты процедуры снятия взаимных ограничений поставок молочной продукции. После этого был разрешен импорт с ряда белорусских предприятий. Мы продолжаем рассказывать о людях, увлеченных своей профессией. Героем нашего следующего сюжета стал мастер-обувщик из Алданского района. О производстве обуви и пошиве унтов рассказывает Татьяна Вахнина. Образ человеческий таится в башмаках, говорит Владимир Блинов, обувных дел мастер. За 20 лет Владимир починил тысячи сапог, ботинок, туфель и босоножек. Всякий раз, откладывая шило или молоток, мастер испытывает ощущение личного знакомства с владельцем. Переходящая в педантичность аккуратность или граничащая с неряшеством небрежность, предпочтение веянием моды или выбор комфорта, натура человеческая читается по отдельным чертам, кое запечатлевает обувь. По обуви можно узнать характер человека. Вот когда берешь в руки обувь и смотришь на нее, можно сразу представить себе человека, какой у него характер. В обувном деле экспромт и импровизация недопустимы. Нарушение технологии чревато полной негодностью сапог или ботинок. Между тем, чтобы даровать обуви вторую молодость, мастеру необходимо вдохновение. Когда осмыслен каждый стежок, ремонт становится творчеством. Как бы в техническом плане сложной работы нету, главное настроение. Если как бы настроение боевое, то любую трудность можно с легкостью преодолеть. Руководитель мастерской Семен Красноусов пошел по стопам отца. Михаил Семенович выучился башмачному делу в юности. Правда, профессиональная деятельность прошла в иной сфере. К ремонту обуви мужчина вернулся, выйдя на пенсию. Как меняются технологии производства, сегодня мастер во многом познает по сапогам и ботинкам, которые клиенты сдают в ремонт. Сейчас такую обувь выпускают. Я даже сам мечтаю, это как вот резиновые сапоги уже вредно носить, а такие можно сейчас, можно зимой в них ходить. Вот, купить и все, и можно ходить. Кроме ремонта, Михаил Семенович шьет унты. Правда, становление производства обуви в Алдане сегодня почти невозможно. Ранее цех выделки кожи и меха действовал в Белецком наслеге. Сегодня же коренное население отказывается от исконного венкийского промысла. Поголовье оленей сократилось, выделывать материал вручную тяжело. Внедрение же соответствующей технологии будет очень дорогостоящим. Или кустарь там выделывает что-то, мнет какие-то мелкие, это средневековые еще. Или производство там, в общем. А выделывать очень сложно. Трудоемкая работа. Там надо мять, особенно вот сахатина или что-то там, олень тот же. Летом, как известно, готовят сани, а зимой телегу. О необходимости же чинить обувь алданцы вспоминают в разгар сезона, когда вдруг обнаруживают, что выйти из дома не в чем. Работы в маленькой мастерской много. Подшить, сделать набойки, поменять замки. Ежегодно обувных дел мастера чинят более 200 пар сапог, туфель, ботинок и унтов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Сосельском наслеге Тампонского района отремонтируют один из самых крупных и востребованных социальных объектов – культурно-спортивный комплекс 1996 года постройки, рассказывает Нина Ханарова.
На днях начался ремонт в культурно-спортивном комплексе села Кискил, который участвовал в конкурсе объектов социально-культурного назначения на текущий ремонт на общую сумму 536 260 рублей и 100 тысяч софинансирования из местного бюджета. Подрядчиком определена фирма УУС «Байдам». Кыргызска уже третий день, материалы все привезли, и на лето до конца мая все объемы работы должны сделать. Первый этап ремонта – это спортивный зал. Там требуется замена обшивки, внутренняя покраска стен, полов, окон, замена дверей и другие работы, предусмотренные сметой на этот год. Я в этом году буду работать в этом объекте летом. Мы сейчас вот снимаем обшивку, будем ремонтировать, красить и так далее. Бригада из 4 человек надеется справиться с поставленной задачей и вовремя ввести объект в строй к началу нового сезона, тем самым порадовав жителей села Кискил. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Кискил, Тампонский район. Любители экстрима и острых ощущений испытали свои силы на гонках без правил в пригороде Якутска Жатае. Подробности у Сусанны Рожиной. Пыль, грязь, скорость и адреналин – все это здесь происходит на жатайских виражах, где проходят гонки без правил. Из 13 участников к финишу пока пришли только 4, остальные уже перевернулись. Всего на 2 гонках участвовали более 20 экипажей. Организаторами заездов выступила Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта республики. С каждым годом увеличивается количество участников и улучшается уровень подготовки гонщиков. Количество машин растет, да, подготовленных. Машины собирают, готовят. А юниоры у нас машины собирают. Вот, кстати, вот обратите внимание, вон 27-й номер, да, это юниорская машина, собирали дети сами. Самые молодые и амбициозные участники гонок практически весь год готовились к открытию сезона. Потому что спорт – это болезнь, наверное, и спорт затягивает. Вот. Ну, мы построили машину для юниорского класса. У нас вообще был первый «Москвич». Вот. На нем мы ездили по полигону нашему, тренировались. Вот. Потом мы построили задние приводы. Ну, это был старый автомобиль, то есть бывший участвующий в гонках без правил. Вот. И в прошлом году мы выехали на жатайские виражи в августе на первый юниорский автокросс. Уже сейчас подрастает целое поколение любителей автогонок. Так, 9-летняя Марина Зарицкая, которая сейчас болеет за отца, уже готовится стать в будущем профессиональной гонщицей. А пока она папин талисман. Благодаря ей он сегодня выиграл заезд. И вот папа мне купил машину, и я начала ездить. Через 5 лет поеду на гонки. С согласием родителей с 14 лет ребята, вот тут некоторые участники ездят. Да, в ледовых гонках с 14 лет. Тут. Какие автомобили должны быть? Вот точно такой же автомобиль, ничем не отличающийся. Такая же подготовка, просто надо согласие родителей. С каждым годом растет интерес людей к организованным заездам. Это в первую очередь возможность выброса адреналина на безопасном треке, а не на дороге общего пользования. Благодаря таким соревнованиям растет и культура вождения, и увлеченность автомеханикой. Участники своими руками тюнингуют своих железных коней и готовят их к гонкам. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Якутск, Жатай. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.